Йо, доброе утро. Ну как уже утро? Уже 4 час. Я отлеживаюсь. Серии клепаю, что накопились. Ой. Все, я сходил, продлил еще один день. Уже за 30 юань. Я ему сказал, что уже просто дело принципа. Я за 50 здесь не буду ночевать, мне толчка нет. Я понимаю, здесь нормально, телек есть, Wi-Fi есть, как бы вон все деревянное, стены. Вполне уютно, но мне это не нужно, я могу вообще в халупе ночевать на полу. Но нет туалета, нет раковины, не помыться, не постираться. Это вообще для меня неудобство. А мне это, в принципе, самое главное, что нужно. Он кивнул. Ну, я снимать не стал, просто как бы это не до этого. Просто не люблю, когда борзеют. Теперь дальше сидеть. Серия грузится у меня. 81-я. Йо, лосы. Это типа шашек игра какая-то. Интересно. Обама, ё-моё. Обама. Ё-моё, Обама. Обама да чуть сильно. Не нравится. Ходы перекрывают. Ладно. Кау тагланди конде джерин да де джери. Капец, сейчас иду туалет ищу. Где-то он пальцем сюда показывал. У меня волкодав, главное, чтобы не загрыз здесь. Где кислота? Туалет. Вообще какой-то двор. Дрен батон. Сейчас он на сэкономленные деньги заехал покушать. Вот здесь вот в заведениях рис с гарниром сразу все вместе дается. С мясом, то есть в одной тарелке, не отдельно рис, и берешь его сколько хочешь, то есть тут дозировано все. Не, конечно, могу попросить риса сходить, потому что мне этого мало, я рисом заедаю все. Аппетит-то у меня большой, чувашский. Все, доброе утро. Как утро? Уже час дня. Все, я собрался. Вваливаю, в общем, вваливаю. Все, выехал из городка. Жарко сегодня, вообще тепло у нас на солнце. Нормально. Сейчас мне, видимо, 100 километров по такой дороге ехать. По булыжникам. Лучше по обочине здесь ехать. Здесь хоть булыжников таких нет. Лошадкин любопытный. Кто это, скажи, тут такой, да, на таком аппарате ездит, интересный. Первый раз как такой вижу, да, наверное.
Лошадки любопытные, они прикольные. А мне все вверх по этим булыжникам. Давай, коллежу! Коллежу! Оп! Оп! Ого, бетонка началась после 10 километров. Опа, опа. Фига, не ломанулись. Хорошо, хоть крокодилов здесь нет. А то как антилопы гнубы бы бегали. Чего испугались-то, а? Волосатики. Какие смешные. Детишки сопливые. Ну, сейчас Баудзи заехал покушать. Ребята ходят. Велосипед там мой смотрят. Красавца моего, да? О, посидеть что-то. О, сейчас жду, еще сижу. Ну, ребята уже пивасика. Уже при свете дня начинают херачить. Как так можно, я не знаю. Ну, вообще баудзы четкие. О, из баранины мяса много. Биф, ого. Ой, не баранина, он написал, это говядина. Что-то мне баранина показалась. Даже макать никуда не хочется, вкус перебивать. Ой. Оу. Таши дали. Оу. Капец за ним. Смешные ребята, вообще прикольно.
Все, поставил палатку. Сегодня я рано на ночлег встал. Да и по палатке соскучился. Сейчас ночи вроде не такие прям холодные, до -3 доходить будет. Ну, надо отдохнуть нормально. Сегодня я не выспался, поздно лег, я только под утро. Не выспался, дорога вообще не идет никак, ноги не крутят. Лучше отдохну. Доброе утро. Время 10 час. Ночка холодная была. Я это чувствовал. Чувствовал по наледи, которая на палатке была. Но в целом я как не замерз. Вот только под утро у меня ноги сейчас замерзли. Все, собираться ехать. Давай, давай, солнышко, выходи. Кстати, вот это уже провинция Цинхай. Я еще вчера в нее въехал, как выехал из городка, там была граница. Вот. Сейчас наверх, там перевальчик маленький. Может и не маленький, не знаю. Солнышко вышло, кочегарит уже. Это что за шмакодявина здесь такая, а? Ладно, хоть ветер попутный. Вчера против был. Дорога плохая, еще против. Сегодня тоже дорога плохая, но попутный. Впереди перевал. Я посмотрел, там серпантинчик даже маленький. Фига там бараны бьются. Там 3-4 замес такой. О, подножка сломалась. На стоянке сейчас там встал. Велик чуть накренился, бах. Ну, это всегда болезнь таких подножек. Рано или поздно она чпокнет. Не выдерживает груженого велосипеда. Чутка осталось до перевала.
перевал. Высота 3740. Чуть-чуть не хватило пока до моего рекорда, но я знаю, что впереди будут перевалы выше. Около 4 будет перевала впереди. Сейчас спуск по плохой дороге. Подъем по плохой — это фигня, вот спуск по плохой — это неудобно. Ладно, спускаемся. Ух, там весело гремит прям. Тучки такие суровые. Не попасть бы под дождик или снег. Мочиться неохота. Вот отсюда видно. Видите, какая граница четкая по забору. Где вот пасется скотина, здесь вот нет, тут опять пасется. Там все вытоптано, съедено, там нормально, желто. Ох, снежок надвигается, не успею я до селения доехать. Вон там селение. Видно. Уже снег видно идет. Вот еще один монастырь. Я, кстати, в монастыре ни разу не ночевал еще, в буддийском. Как-нибудь надо. Но не сейчас времени еще много, надо в дорогу. Вон сколько барабанных молитвенных. Устанешь крутить по всему периметру этого монастыря. Все, доехал до селения. Сейчас надо покушать. Вообще ничего не ел сегодня, а уже время 5. Нельзя так. Правильно? Красавица. Чумазая. А про очки были правы. Ненадежно они вот упали и разбились сразу. И опасные. Ну, благо недорогие. Не жалко.
Все, я уже в этом заехал сейчас. Буду ждать Мянгтяо или что-то другого, я не помню, какой-то там. Всё, вон ребята там сидят, монахи, тоже кушают. Все, я сейчас стартанул. Я смотрю, возле моего велика эти монахи торчали. Смотрю, сейчас скорости переключены. Что-то у меня к ним отношение все хуже и хуже становится. Взяли, понатыкали, понакрутили у меня все эти монахи. Как обезьяны, ей-богу. Обычные люди себе такого не позволяют. Ветер, а? Сейчас спуск будет. Вроде как. Ну вот, еще дождик пошел. Не вовремя как. Прям на спуске. Ух ты, хвойные пошли, сколько. На этом склоне уже какое-то другое племя, что ли, живет. Племя тибетцев. Смотрю, он из глины все построено. Ослы вон были. Вон все из глины. Из камня почти ничего нет. Красота здесь. Ведь как каньон прям здесь. Чуть-чуть подмок, блин, пока там дождь был, надо было раньше оттуда выезжать. Oh!
красота! Какой поворот-то резкий был. Опасно, опасно! Да, каньон здесь вообще классный почти. Почти каньон. Хотя что, каньон, ущелье. Прекрасно поняв чаяние своих последователей, Чингисхан сформулировал новый свод законов – Великую Ясу. Яса отнюдь не являлась модификацией обычного права, а основывалась на обязательности взаимопомощи, единой для всех дисциплине и осуждении предательства без каких-либо компромиссов. Таким образом, Яса Чингисхана, по сути дела, явилась регламентацией тех новых стереотипов поведения, которые отстаивали люди длинной воли. Ничего подобного не знала монгольская практика. Так по великой Ясе каждого предателя, то есть человека, обманувшего, доверившегося ему, предавали смертной казни. Простым людям отрубали голову, а людям высокого происхождения ломали позвоночник так, чтобы кровь оставалась в теле убитого. В этом случае, по монгольскому поверью, убитый мог возродиться к новой жизни. Если же кровь вытекала на землю, человек терял не только жизнь, но и душу. Точно так же смертная казнь полагалась и за неоказание помощи боевому товарищу. Например, встретив любого соплеменника в пустыне, каждый монгол был обязан предложить ему попить и поесть. Ведь путник, который не имел возможности подкрепить силы, мог умереть, и тогда на нарушившего закон падало обвинение в убийстве. Если кто-то из воинов терял лук или колчан со стрелами, то ехавший сзади должен был поднять и вернуть ему оружие. Нарушение этого правила также приравнивалось к неоказанию помощи и влекло за собой смертную казнь. Кара смертью была воздаянием из-за убийства, блуд мужчины, неверность жены, кражу, грабеж, скупку украденного, сокрытие беглого раба, чародейство, направленное во вред ближнему, троекратное невозвращение долга.
За менее тяжкие преступления полагалась ссылка в Сибирь или наказание штрафом. Яса, неслыханное нарушение племенных обычаев, ознаменовало конец скрытого инкубационного периода монгольского этногенеза и переход к явному периоду фазы подъема с новым императивом «Будь тем, кем ты должен быть». Законодательно закрепленный принцип взаимовыручки дал пассионарному субэтносу сторонников Чингиса возможность координировать свои усилия. Однако большая часть монголов упорно предпочитала привычные формы родового быта, а не жизнь военной орды. Врагами монголов Чингиса по-прежнему были и меркиты, и найманы, и татары. Поглядите-ка, как все поменялось. Здесь уже культуры начали возделывать, уже почва благоприятная, скотины уже не видно. Да, вот только за один хребетик заехать уже, и все. Еще по-другому уже деревья тут растут. Ну, почва другая. И климат, видимо, уже чуть-чуть другой, более теплый. Пустыня Гопи уже близко, по сути дела, недалеко уже, по земным меркам, да и по моим тоже. Для меня уже Россия-то недалеко, что ж сейчас, спуститься с Тибета, Наньшань, горы, еще один хребетик, потом что, пустыня, потом уже Алтай, Монгольский. Да, здесь уже такие сады деревьев распускаются. Сейчас высота где-то 2450. Ох, поля. Как давно я их не видел, а уж соскучился даже. Но все-таки там в степях было покруче. Мне там больше нравилось. Моя стихия. Да, ну с камнями у них здесь туго. Уже ущелье, говорю, тут почва другая. О! Оу! Сидит банда. Камней нет, и все вон из глины, из того, что на земле лежит, из того и строят. Тополя вроде. Ох, такой запах по-весеннему, прям почками пахнет. Весна же, оказывается. Ох, вот это кайф.
бочками. Я вообще сам в шоке от того, как все быстро, резко поменялось. Только вроде в степях ехал, уже бах, и на тебе деревья. Здорово. Как классно наша земля. Все, сейчас долина кончится и ущелье начнется. Ну вот и хайвей пошел. G106. Ой, G06, значит. А если пошел хайвей, значит местность здесь уже населена нормально. Конечно, кто там хочет в степях жить, овец пасти? Все хотят, вот, сидеть, чтобы климат был нормальный. Можно было там огурчик, помидорчик вырастить. Никто не хочет по холодным склонам бегать. Вот, надеюсь, в такой роще сегодня я палатку поставлю. Если они не кончатся. Время еще есть, еще можно ехать. Проехал пока только 80 километров. Все, я выехал на трассу G213. В общем, до Синина мне осталось 160 километров всего. Послезавтра, наверное, буду. Сейчас сегодня я немного проеду. Завтра я там не смогу больше 100 километров, скорее всего, проехать. На перевальчике еще буду. Спускаемся дальше, благо. Красота какая-то, а? Я, оказывается, спустился до 2200 метров. Почти, не почти, больше, чем даже на километр слетел. Мне что-то не казалось, что поменьше. О, Барбося, ты ко мне? Иди сюда. Иди сюда, полюблю. Полоскай, иди сюда. Иди сюда, не бойся. А я где-нибудь здесь на ночевку стану. Красиво. Воды только не водой не запасся, да и хер с ним. Ты чё, потерялся, малыш? Весь в комках. Пошли спать будешь со мной. Тепло хоть мне будет. Ты шерстяной. Я-то нифига не шерстяной. По ночам мерзну. Луна.
тишина. Такой космический ландшафт здесь. Вообще красота. Не было бы машин, людей, вообще было бы здорово. У меня прям почему-то с Пятым элементом ассоциация. Не знаю. Да, обалденно. Красота. Другой мир какой-то. Уже темнеет. Вот эта стена. Вот это громадина. Все, нашел место вроде. Постелил тут чуть-чуть это хвороста тут этих сухих ветвей. А то холодно, именно вот снизу идет, у меня коврика так и нет нормального до сих пор. У меня был надувной коврик, ну, еще давно, в самом начале.
И он все время пропускал, не все время, как-то начал пропускать. Я устал эту дырку клеить, я не знаю, где, оттуда, отсюда пропускает. В общем, я в Киргизии еще, по-моему, взял оттуда все, вынул, просто весь этот синтепон, что там внутри было-то. И это, туда теплые вещи засунул, и 2 в 1 получилось, нормально. Но вот вещи сейчас теплые на мне, и вниз ничего не хватает. В общем, геморройные эти коврики надувные